Добрый день, коллеги. Меня видно? Почему-то я себя не вижу. Коллеги. Сейчас я попробую выйти и зайти заново. Буквально 5 черный квадрат, да? Секунду. Секунду. Так. Меня видно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Все, спасибо. Коллеги, теперь меня видно и слышно, правильно я понимаю, да? Замечательно. Итак, как раз техническая поддержка в удаленном дистанционном режиме. Коллеги, продолжаем мы с вами серию вебинаров, посвященных подготовке и проведению, подготовке и проведению предметов в онлайн-дистанционном режиме. Все мы с вами понимаем, что, повторю, обществознание – это тот предмет, который сдают почти 100% выпускников 9-11 классов. Если у 9 классов еще немножечко там 60-70, то 11 классов почти что от 95 до 100%. Поэтому, коллеги, вот в этой ситуации, когда мы с вами поставлены в условия дистанционного обучения, тут срабатывает принцип «все средства хороши». Почему? Потому что действительно мы с вами, потому что я напоминаю, что я с гордостью заявляю, что я учитель истории обществознания по первому образованию, и до недавнего времени, собственно, я и работала по специальности. Поэтому, коллеги, я сегодня попытаюсь поделиться с вами не только наработками наших с вами коллег с республики, но еще и теми материалами, которые, собственно, мои собственные наработки. Итак, мы говорим с вами о том, что фактически какими сайтами в основном мы с вами пользуемся. Конечно же, коллеги, я сейчас буду пробовать показывать ресурсы, и, пожалуйста, давайте периодически буду возвращаться. Если что-то не видно, не слышно, я буду писать в чат. Пишите, пожалуйста, в чат, а я буду к нему обращаться. Договорились? Итак, фактически вот те 6 ресурсов, которыми, даже 5 ресурсов, которыми лично я пользовалась, вы тоже, если вы долго практикуете этот предмет, преподаете этот предмет, то, соответственно, вы тоже с ними хорошо знакомы. Последние 2 ресурса, они для нас новые. Один из них появился буквально вчера. Только нам Сергей Сергеевич Кравцов, собственно, анонсировал и представил этот ресурс. И ресурс только заполняется. Я хочу вас с ним познакомить, потому что мне показался достаточно интересным. И вот предпоследний ресурс, о котором я сегодня буду говорить более подробно, это ресурс, который стал для нас с вами доступен. И вот честно, не воспользоваться им грех, потому что ресурс замечательный. Итак, понятное дело, что все вы пользовались ресурсом Российской электронной школы. Секундочку. Рабочий стол. Посмотрите, фактически, коллеги, видно, правильно я понимаю? Хорошо. Итак, смотрите, Российская электронная школа – это ресурс, который вошел в нашу жизнь буквально, наверное, года 1,5 назад, когда он начал разрабатываться. Я напоминаю, что это ресурс, который партнерами его, вы видите, выступает и Министерство просвещения Российской Федерации, и портал «Российское образование», и президентская библиотека, и много-много других сообществ, которые, и в том числе Российское военно-историческое общество, которые помогали наполнять этот портал содержательно, что, в принципе, очень позитивно складывается в том числе и на качестве работы этого портала. Вы видите, что здесь представлены все предметы,
Я, по-моему, сюда сейчас не смогу зайти, потому что я утратила свой... Сейчас попробую, честно, не помню. То есть, смотрите, в любом случае, одно упущение этого портала, с моей точки зрения, как преподавателя, в том, что здесь обществознание начинается с 6 класса, а мы знаем, что некоторые образовательные организации Республики Коми начинают реализацию этого курса с 5 класса. Но в данном случае вам ничего не мешает использовать, мы помним, что 5-6 класс – это фактически одна и та же тематика, только немножечко в 6 классе вы ее углубляете, фактически. Темы-то одни и те же, поэтому воспользоваться ими, ну, причем, посмотрите, например, выберем 6 класс, человек, общество, государство, и вот, честно, не знаю, позволяет мне, вы видите, что можно просматривать, все создано в режиме такого мини-презентации. В данном случае Рэш мне больше нравится в цели и задачи, все классно, узнаем, сможем и все остальное прочее. Вы видите, что у нас есть какое-то входное тестирование всегда, есть вопрос, есть какие-то подсказки, помощь и так далее. То есть мы можем проверить свой ответ, не читая вопрос, я отвечаю, проверяем и... То есть в любом случае вы видите, что позволяется нам одно, другое, третье, четвертое. Потом мы уходим на основную часть. Мы помним, что этот ресурс позволяет нам посмотреть и теоретические какие-то знания, теоретический материал и фактически много-много чего еще. Мне он сейчас не позволяет многое просмотреть, потому что я не вошла, не залогилась. Поэтому мы можем посмотреть конспект. В принципе, он нам даже его позволяет. Мы, как педагоги, для того, чтобы его вели, дети, как обучающиеся, могут его посмотреть. В данном случае, я вам честно скажу, что я очень скептически первоначально относилась к этому ресурсу, но после того, как я посмотрела несколько, и вместе с детьми, между прочим, мы прошли по нескольким урокам, 11 класс, история Отечества, по теме Великая Отечественная война, я влюбилась в этот ресурс, потому что здесь приводятся в ряде случаев такие данные, такие примеры, которые не приведены в других, даже в ОМК, мы с ними не встречаемся. Здесь они приведены, потому что, вот, мне кажется, как раз то самое партнерство с военным патриотическим сообществом, оно сыграло свою положительную роль. Поэтому, в принципе, если ребенок замотивирован, особенно если ребенок проходит, мы видим 6 класс, скорее всего, ребенок будет изучать вместе с родителями, то фактически мы говорим о том, что достаточно интересный ресурс, потому что вы помните, что там есть и выдержки с документов, и вы можете их проанализировать. Я повторю, что сейчас я сделать этого не смогу, потому что свой логин я утратила, перестав быть сотрудником образовательной организации. Тем не менее, посмотрите, в любом случае человек может самостоятельно зарегистрироваться, есть поддержка родителю, учителю, ученику. То есть в любом случае все предметы всей школьной программы, они здесь представлены. Обществознание здесь представлено с 6 по 11 класс, поэтому это очень удобно, когда ребенок не может присутствовать на уроке, либо уехал на соревнования, либо заболел, либо еще что-то и так далее. Поэтому это очень хорошо. Кроме того, я напоминаю, что в Российской электронной школе позволяется создавать журнал, то есть вы видите успехи своего обучающегося, вы видите, как он с ними справляется, если вы создали этот журнал. Либо образовательная организация может принять решение о подключении электронного журнала к системе РЭШ. И, то есть очень все хорошо, очень здорово, и автоматические отметки детей из этой системы, платформы будут уходить на нашу с вами платформу. Второй ресурс, о котором я хотела бы поговорить, это, собственно говоря, так, РЭШ. Второй ресурс, про РЭШ мы поговорили, а второй ресурс, с которым я не работала в непосредственности, я знаю, что он открыт у нас только сейчас, это ресурс Я-класс. Соответственно, сейчас мы тоже с вами его посмотрим. Секундочку.
Секундочку. Нет, это не оно. Вот он, Я-класс. Просто очень много вкладок открыто. Надеюсь, что видно. Итак, смотрите, я буквально сегодня зарегистрировалась на этом портале. Почему? Здесь я зарегистрировалась как бывший сотрудник образовательной организации. Здесь есть справочный раздел, есть поиск по сайту, есть мои классы, вебинары и так далее. Мы можем выбрать предмет. Я, когда регистрировалась, указывала, что основной предмет, ну вот вы видите, что я могу создавать. Я могу создавать, я выбрала обществознание как основной предмет, история, экономика и право я добавила как вспомогательные предметы. Вы видели, что там есть еще и такой предмет, что немаловажно, это основа финансовой грамотности. Ну, я вот так вот пролистаю, если вы не работали на этом портале, то фактически посмотрите. Один из школ, это тоже все классно. Есть российские проверочные работы. Можем на них сейчас заглянуть. Имитация проверочной по математике. 5 класс, 6 класс, давайте посмотрим. Биология, математика только, да. К сожалению, у нас с вами здесь нет. Вернемся. Это я не видела. ОГЭ, ЕГЭ, единый государственный экзамен. Вы видите, что привязки есть. Математика профиль, русский профиль, тренажер. Ну и обществознание только 18-й год. И по предмету обществознания, если мы пойдем именно вот по этому предмету, то мы можем увидеть конкретно фактически, смотрите, материалы для учителей, есть теория, есть задания, причем задания вы можете их назначать детям, потому что если ваша образовательная организация подключится вот к этой системе Я-класс, вы можете здесь создавать мои классы, либо сами создавать. Если образовательная организация не подключилась, вы можете сами создавать, приглашать детей. Если образовательная организация подключилась, тогда, соответственно, вы можете сказать, вы можете либо самостоятельно, либо образовательная организация создает эти классы, и вы уже фактически вот здесь вы смотрите мои классы и так далее. И каждому конкретному ребенку можете назначать какое-то задание. Например, вот выполнить должен 1, 2, 3, 4, ну и, соответственно, проверить свой уровень знаний. Прочитать, посмотрите, есть теоретический материал, который также, видите, как и в учебниках выделена какая-то главная информация, обрати внимание, выделены числовые показатели, расставлены смысловые акценты и так далее, поэтому много чего интересного с моей точки зрения, и, коллеги, ребенку это может быть и полезно, и интересно, потому что действительно либо текста, видите, очень, фактически мало, он разбит по тематике, и это удобно в обработке, и удобно в работе ребенка. Далее, то есть вот портал Я-класс, у него представлены также обществознание, если мы посмотрим, классы 8 и 9, пока, причем 9, посмотрите, только часть. Но разработчики обещались нам, что к середине или к концу апреля будут представлены весь спектр предметов, уроков по всем предметам, по всем классам. И будем надеяться, что все будет в этом плане разработают, и все будет замечательно. Далее мы можем посмотреть следующий ресурс. Это Яндекс учебник, который РЭШ висит согласно, причем висит капитально. Следующий, коллеги, ресурс – это у нас Яндекс учебник. Это тоже ресурс, который стал нам с вами доступен относительно недавно. Посмотрите, на сегодняшний момент они пока разработали только задания по математике, русскому языку и окружающему миру с автоматической проверки.
Но, тем не менее, вы видите, что первые и пятые классы, также Яндекс.Учебник обещали, что разработчики этого портала обещали, что к 13 апреля заработает в полном формате, в полном режиме. Но если вы родители, а многие из вас родители или бабушки, дедушки, соответственно, вы можете пользоваться этим ресурсом для своих детей и внуков, соответственно. Потому что задания очень интересные, разнообразные и действительно очень много чего интересного. Кроме того, коллеги, хочу поделиться с вами ресурсом, который мне очень близок и, честно, давно им пользуюсь. Это ресурс, который называется интернет-урок. Секунду. Беготня туда-сюда. Коллеги, я справлюсь. Просто первый раз, честно, в таком формате провожу, поэтому... Я так понимаю, что вы все с ними знакомы. Библиотека видеоуроков школьной программы. Причем этот портал интернет-уроков разрабатывался уже достаточно давно, уже в 2013 году, когда я пришла работать в образовательную организацию, я периодически пользовалась этим порталом. Для чего? Для того, чтобы, смотрите, мне этот портал стал близок по одной простой причине. Сейчас покажу на примере истории, а потом покажу на примере обществознания. Смотрите, например, так, историю России я выбрала, да? Например, возьмем Даниловскую историю. Данилов. Урок «Восточные славяне». Смотрите, если у нас весь урок ребенок может просмотреть всю тему, а восточные славяне в 7-9 веках, мы прекрасно помним, что тема эта достаточно объемная, она у нас занимает, хорошо, если мы вместе с картой работаем, с целеполаганием, совсем про всем, минимум урок, плюс еще закрепление, как правило, на второй урок мы тоже можем перенести. При этом посмотрите, вот тут вся эта тема рассказана доступным языком за 10,5 минут. Плюс там вот начало, конец, тем не менее. Кроме того, если ребенок что-то не запомнил, посмотрите, внизу есть текстовое сопровождение. Кроме того, картинки, узнаваемые из учебников, плюс добавлены изображения, которых раньше не было. И в связи с этим мы говорим о том, что действительно у ребенку достаточно удобно и просмотреть видео небольшое. Небольшое видео – это, соответственно, мы говорим о том, что небольшой видеоматериал – это не отвлеченное внимание, и плюс ребенок, если где-то что-то на слух воспринял неправильную информацию, прошу прощения за ударение, он, соответственно, может просмотреть и выписать себе основные моменты в тетрадочку, либо законспектировать каким-то другим образом. Кроме того, здесь представлена литература, есть, добавили они, в том числе и добавили они и тренажеры, где обучающийся может пройти по теме тренажер 1, тренажер 2, выбрать тесты и может выбрать вопросы к уроку, где задать какие-то вопросы, если он что-то не понял, и, соответственно, коллеги смогут ему ответить. Итак, посмотрите, у нас есть история России, всеобщая история и обществознание. Например, посмотрим обществознание. Мне кажется, здесь несколько, не скажу слабже, сильнее, несколько иначе представлено. Например, выбираем Боголюбова, классика, по которой, скажем так, я работала. Видим, что есть те же самые темы, например, быть личностью, но вот здесь у меня возникают вопросы, в том числе к подаче материала. Также видеоуроки небольшие, от иногда 4,5 до максимально 15 минут, где ребенку рассказывается в доступной форме
какие-то моменты. Единственное, например, вот на данного педагога мои обучающиеся очень специфически реагировали, потому что внешность у педагога такая вот специфическая. Подача материала интересная, но подача в данном случае по обществознанию не столько обществоведческая, сколько, я бы сказала, философская. Поэтому я этот ресурс использовала для обществознания с одной единственной целью. Для того, чтобы коллеги могли, в смысле ребята могли проанализировать в том числе качество представленной информации, нужность, важность и так далее вот этой информации для... Все исчезло, потому что я выключила. Для, собственно, чтобы обучающиеся могли проанализировать, сказать, вот это определение мы возьмем, это не возьмем, это там ближе, это не ближе. Тем не менее, полезный ресурс для того, чтобы дети могли в том числе анализировать критическое мышление, развиваемое это обществознание, глобализация и так далее. Вот глобализация, кстати, там очень хорошо рассказана. Далее, коллеги, это тот ресурс, который, вот я вижу, что Ольга Юрьевна пишет, что экономики нет практически ни на одном ресурсе, к сожалению, не могу не согласиться, но, коллеги, я для себя, опять-таки же, будучи неопытным педагогом, открыла, когда еще была неопытным педагогом, открыла для себя очень хороший ресурс, скорее всего, вы с ним уже знакомы, но я позволю себе... Фактически, я позволю себе его все-таки анонсировать. Это вот как раз тот самый, как я говорю, с детьми мы смеялись, для гуманитариев нужен гуманитарий. Поэтому вот гуманитарий нам и поможет подготовиться к обществознанию. Наверное, есть какой-то более простой путь. Я его еще просто не освоила. Итак, смотрите. Это единый портал по обществознанию. Для меня он был полезен, знаете, в каком плане? Это портал, который развивается. Развиваться он, видите, единственное, тут новости как бы 2015 года последние, но при этом портал регулярно вносит какие-то коррективы в свою работу. Для меня ценным было следующее. Во-первых, тут есть шпаргалки, что не может не порадовать детей. Для чего мы используем шпаргалки? Как говорил мой педагог, когда я училась на историческом факультете, ребят, если я у вас найду шпаргалку, и она будет написана от руки, я вас за это даже похвалю. Почему? Потому что, когда мы пишем шпаргалки, соответственно, подразумевается, что мы по заданной проблематике выделили основные термины, понятия и так далее, объединили их, мы переработали информацию, потому что мы ручками все это написали, соответственно, мы там вырезали, соответственно, мы читали, выбирали информацию, это раз, мы ее анализировали, это два, мы ее записывали, это 3, то есть мы задействовали сразу как минимум 3 вида памяти. Соответственно, здесь. В чем плюс этих шпаргалок? Он заключается в том, что здесь дана сжатая информация по всем основным блокам, связанным, которые мы с вами проходим в рамках курса обществознания. Это вот модуль шпаргалки, и также школьникам есть, посмотрите, разделено по классам, 9, 10, 11 класс. Смотрю, 11, они мне как-то роднее. Фактически здесь представлены темы не только 11 класса, а, скажем так, уровня среднего общего образования, 10-11 класс. Это те темы, это те дидактические единицы. Если я открою, например, «Человека и общество», то увидите, что это фактически дидактические единицы, которые прописаны у нас в УМК. Итак, причем, посмотрите, дается теория, если мы смотрим первую тему, природное общественное в человеке, дается определенная теория, дается определение, что такое человек, простите меня за такую постановку, да, что биологического в человеке, что социального в человеке, отличие человека от животного, соответственно.
и приводим к тому, что человек создание уникальное там, и так далее, и так далее, и так далее. Целостное там. Один минус – это то, что здесь не всегда определения, которые даны на этом сайте, соответствуют общепринятым определениям из учебной литературы. Но, как мы проверяли с детьми, что вот эти определения, они, собственно, допускаются в ЕГЭ и в ОГЭ. То, что говорили коллеги по экономике. Действительно, когда мы начинаем преподавать экономику, мы понимаем, что, к сожалению, та подача материала, которая представлена в сети интернет, она бывает два момента. Она либо очень легкая, либо она очень сложная. В чем это заключается? То есть мы говорим о том, что либо это учебники по высшей экономике, не высшей экономике, по экономике там, предприятия, то есть для вузов, либо мы говорим о том, что это экономика на уровне 5 класса, деньги это, валюта это. Соответственно, вот тот материал, который представлен по экономике на данном сайте, он на доступном языке соответствующего уровня объясняет детям, что такое экономика. Вы видите, причем первая тема, опять-таки, звучат так, как у нас в КТП, в основном своем путешествии. Наука и хозяйство. Опять-таки же, данные тематика и разбивка по темам не всегда соответствуют нашему с вами уважаемому учебнику, но, тем не менее, она соответствует логике ЕГЭ. Аналогично модуль есть по праву. Так, экономику закрываем. Аналогично модуль есть политика, социальные отношения, право. Причем ну, там, имущественные, неимущественные права. И те темы, которые вызывают наибольший вопрос у детей, виды правовых отношений, международное право, гражданский процесс, то есть видим, да, гражданство очень хорошо здесь описано, что это такое, ну, то есть фактически гражданский кодекс мы здесь немножечко почитаем. Споры, то, что вызывает у детей сложности, собственность в экономике разбирается, субъекты гражданского, имущественные, неимущественные права, то, что действительно по практике, как по практике показывает, вызывает наибольшие сложности, имущество движимое, недвижимое, то есть вот эти, опять-таки же, сложности, которые у детей вызывают, а что такое движимое, а что такое недвижимое имущество, а не все, что передвигается, является движимым и так далее. Поэтому, коллеги, действительно возникает много чего хорошего вот на этом ресурсе для меня. Я, во всяком случае, для себя открыла, надеюсь, что для вас он тоже будет полезен. И вот теперь я перейду к двум образовательным ресурсам, которые я для себя открыла. Открыла, когда мы перешли на систему дистанционного обучения. Сразу скажу, что один из них подойдет нам с вами. Я не беру те там решу ЕГЭ, решу ОГЭ, я не беру порталы ФИПИ, которые там открыты. Я говорю про те ресурсы, где ребенок самостоятельно не только сможет подготовиться к итоговой аттестации, но еще и пройти, освоить тот материал, те дидактические единицы, которые заложены у нас в учебно-методическом комплексе. Итак, два последних ресурса. Один из них образование. Это ресурс, который стал для нас... Секунду. Да. Образование 1С.ру – это ресурс, который работает на федерации уже достаточно долго. Нам он стал с вами доступен буквально недавно. Сейчас, коллеги, я его вам открою. Так, образование. Я сейчас открою вам сначала одну ссылочку. Так, смотрите, когда вы выходите на образование 1С.ру, у вас появится то, что, посмотрите, специальное предложение системы и комплект образовательных ресурсов бесплатно в 2019-2020 учебном году. Ну и сегодня в 3 после меня начнется бесплатный вебинар, который будет отвечать как раз на вопросы. Поэтому, коллеги, я постараюсь закончить чуть-чуть пораньше, чтобы вы могли уйти на этот вебинар
и поработать с этой системой, потому что действительно система уникальная. Система отработанная не 1 год. Если кто работал, в комментариях делитесь, пожалуйста. Итак, когда вы выходите вот на этот сайт, написано, что бесплатно, все здорово, вы выходите на заявку на бесплатное образование, дистанционное обучение, указываете регион, населенный пункт, выбираете образовательную организацию. Плюс я хочу отметить еще один плюс в том, что общество знаний у нас реализуется ведь не только на уровне образовательных организаций основного образования, но и СПО. Вы здесь можете выбрать систему СПО. Я выбирала школу. Итак, наименование образовательной организации обязательно. Он знает все образовательные организации Российской Федерации, что не может порадовать, не может не порадовать. Соответственно, вы все это заполняете, фамилия, имя, отчество, телефоны и так далее, и отправляете заявочку. После этого, коллеги, я сейчас позволю себе уйти. Секундочку. У меня ИКТ-компетентность чуть-чуть. Да, совершенно верно. Об СПО тоже не забыли. Так, рабочий стол. Секундочку. И посмотрите. Вот то, куда, собственно, после регистрации на электронную почту вам придет подтверждение о том, что, собственно, вы зарегистрировались. Единственное, хочу сразу отметить, что регистрации придется немножечко подождать. Вы зарегистрировались, у вас открывается видеозапись презентации всех вебинаров. Вот они, все вебинары, вы можете на них зайти, причем после просмотра этих вебинаров вы получаете сертификаты о том, что вы отучились. Вас здесь обучают, как что-то посмотреть. Причем, посмотрите, задания очень и очень интересные. Здесь вы выбираете учебный предмет, то есть здесь конкретно вы выбираете учебный предмет. Далее вы выбираете оборудование, вы выбираете задания. И посмотрите, вы можете посмотреть и анимации, и видео, и аудиофрагменты, и интерактивные тесты. Самое, что важное, коллеги, вот я сутки жду, когда меня подключат к этой системе, честно. Ну, демо-версию мы можем, наверное, посмотреть. Я вчера ее смотрела. Не позволяет. Итак, мы с вами говорим о том, что вот эта платформа, самый главный ее плюс, просто у меня ребенок в ней зарегистрирован, самый главный ее плюс в том, что, посмотрите, мало того, что интересные задания, интерактивные, с разных сторон мы можем там повращать, размер, наклон, мы можем изменить, это если мы говорим про, например, геометрию. Но еще один плюс в том, что вот пока у меня ребенок не освоил вот это задание, если он его выполнил неправильно, система подбирает ему, а за системой и за каждым учеником автоматически закрепляется тьютор от компании 1С. То есть не вы, а сотрудник компании 1С, который в дальнейшем подбирает ему задание на отработку неусвоенного навыка. И пока ребенок не усвоит вот эту тему, он так и будет ее отрабатывать. Плюс он может записаться на онлайн-консультацию. И тьютор, который от компании 1С сопровождает этот учебный процесс, проведет ему эту онлайн-консультацию бесплатно. Вообще, в принципе, это платная платформа, но сейчас до конца 19-20 учебного года она абсолютно бесплатна, поэтому, коллеги, ну, не воспользоваться такой ситуацией, мне кажется, ну, просто неправильно. И, кроме того, то есть проверяли, говорим о том, что не висит, в смысле регистрации информацию, вы регистрируетесь и сутки ждете. Но в течение суток они сразу об этом объявили. Мне пришло письмо, когда я зарегистрировалась, мне пришло письмо, что нужно подождать определенное время, потому что заявок от коллег очень много. Но если вы сами поработаете с этой
системой, с этой платформой. Действительно, вот те материалы, которые нам показывали на вебинаре, поэтому предлагаю вам действительно в 15 часов вебинар посетить. Вебинар вы можете посетить, не регистрируясь на платформе. Те ресурсы, те инструменты, которые показывали нам, они действительно очень интересные, и они привлекают внимание детей, они удерживают внимание детей. И опять-таки же основной плюс – тьютор, который закреплен за каждым обучающимся. И это не вы, это сотрудник компании 1С. И последний ресурс, который, если вы вчера смотрели пресс-конференцию министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, то вы про него, наверное, знаете. Презентация будет прикреплена к новости на портале, на сайте Крирова. Вы ее сможете посмотреть. Для чего? Для того, чтобы увидеть активные ссылки, чтобы вы могли ими пользоваться. Последний ресурс, про который я хочу, предпоследний, о котором я вам хочу рассказать, это как раз новая платформа, которая начала функционировать вчера. Эта платформа называется «Моя школа в онлайн». Эту платформу создали коллеги, посмотрите, объединения, фактически все издательства объединили свои усилия для того, чтобы создать вот эту платформу. Предполагается, что на нее будут загружены все учебные материалы по всем предметам, всех классов, как минимум за 4-ю четверть, чтобы дети могли в дистанционном режиме освоить предметы, освоить учебный материал. Еще один основной плюс этой системы заключается в том, что уже на вчера нам объявил Сергей Сергеевич Кравцов, что у Министерства просвещения есть договоренность с телеканалами о том, что будет проводиться трансляция уроков, а это видеозаписи уроков. Причем сейчас мы спустимся и посмотрите, что это за уроки и каким образом они организованы. Что будет проводиться трансляция уроков по телевидению. То есть как по определенной программе, как помните, у нас была программа телепередач, наверное, сейчас есть, где вы можете посмотреть, какой урок для какого класса, по какой теме будет проводиться, чтобы дети могли сориентироваться и составить свой личный график. Это делается для тех детей, у которых нет возможности выхода в интернет, воспользоваться интернетом. Соответственно, здесь написано, что для обучающихся первых 11 классов, но коллеги сразу признались честно, что полный спектр всех предметов, если интересно, как она работает, предлагаю посмотреть видеозапись конференции министра просвещения Российской Федерации Кравцова от Сергея Сергеевича от 7 апреля. В 10 утра вчера она была, запись сейчас доступна на различных каналах, видеохостингах. Посмотрите, там как раз разработчики говорят, там и представители Министерства просвещения, и русский учебник, и российский учебник, и ДРАФа, и издательство просвещения, поэтому можно фактически. Итак, на сегодняшний день, о чем они вчера сказали, на сегодняшний день они только начали, они запустили эту платформу. К 23 апреля они обещают, что будут все предметы, все уроки, все темы. Ну, вы видите, что возможно пользоваться и на телефоне, и на планшете, и даже сохранять можно эти материалы. То есть каждому уроку, для чего нужно издательство, каждому уроку прикреплены определенные странички из учебников. Ну и посмотрите, новые знания, навыки, материал, обратите внимание, разбираем тему. Ну, то есть вот классическое построение параграфа издательства просвещения. На сегодняшний момент вы видите, что вообще объявляли, что еще история есть. Посмотрите, то есть математика, алгебра, геометрия, русский язык, химия, физика. Вы видите, что английский, биология, география, история, обществознание, информатика, литература, окружающий мир уже готовятся. И вы можете оставить свой email для того, чтобы вам сообщили о выходе новых уроков. Вам можно будет выбрать урок, звонок для учителя, собственно, выбрать, подписаться и так далее. То есть вы можете выбрать урок,
ну, так как нашего предмета здесь нет, то, соответственно, я и не буду его говорить. И последний ресурс, который я бы хотела с вами поделиться, собственно, коллеги, наши дети ушли в пространство социальных сетей. Давайте этим воспользуемся. Когда я работала в образовательной организации, я создавала группу в одной из социальных сетей, подготовка к экзамену, где я выкладывала задания, где я выкладывала различные там материалы для ознакомления с детям и так далее. Создавала беседы, чтобы дети могли там какие-то вопросы, тут же они решали в онлайн-режиме у меня. Но я для себя, опять-таки же для детей, в свое время открыла бесплатные такие различные сообщества, например, ЕГЭ обществознание. Много плюсов, много минусов. Я рассматривала этот сайт, это сообщество с двух точек зрения. Во-первых, здесь регулярно появляются различные термины, причем термины обществознание, не обществознание, неважно. Как бы нужны они, не нужны они. Ну, например, переживания, эмоциональное состояние человека. Ни разу за много лет работы в предметной комиссии и подготовки детей я не встречала этот термин в ЕГЭ, но тем не менее. Есть различные слайды, такие типа, как дети называют их, мемы, да, которые позволяют им запоминать. Есть различные таблички, которые также позволяют детям просмотреть те или иные, то есть визуализация. Понятно, что это из, причем, классических изданий, да, безработица, типы, то есть чем у нас дети, как правило, путаются. И здесь, кстати, очень много вопросов по экономике. Есть также различные схемы, есть теория, и есть еще одно. Как правило, есть видеоуроки даже по каким-то различным темам. Но в данном случае я использовала этот ресурс, знаете, еще с какой целью. Вот есть такой паблик, 150 планов. Мы с детьми его открываем, смотрим и говорю, ребят, а вот теперь давайте критически осмысливать ту информацию, которую мы с вами получили. И, соответственно, ребята, анализируя чужие планы, во-первых, мы здесь прорабатываем критерии. Точно так же там есть эссе, точно так же там почти вся вторая часть. Там же есть такое, оцените, пожалуйста. Дети у меня прорабатывают критерии, раз. Дети у меня вспоминают тему какого-либо, по какому-либо плана, два, и так далее. То есть очень и очень много, и плюс они дорабатывают этот план, и, соответственно, в свою копилочку они уже добавляют тот план, который реально работает и который им поможет в рамках подготовки к ЕГЭ. Уже реальная помощь. Также мы делали много роликов, которые полезные, и дети иногда даже мне говорили, ой, Наталья Николаевна, давайте посмотрим. Причем здесь действительно очень много информации по экономике и по праву. Политика. Ну, то есть темы, которые, как правило, наших детей западают. Главный вопрос экономики. Причем, посмотрите, эти видео, они очень короткие. Там характерные черты тех или иных экономических систем и так далее. Разбираются отдельно. И конспекты, опять-таки же к этим конспектам очень много вопросов, но я всегда детям говорю, давайте подходить к ним осмысленно. Коллеги, это те ресурсы, которые которые мне помогают в подготовке, ну и в проведении, помогали в проведении уроков обществознания, в том числе в дистанционном режиме, потому что карантин у нас же никто не отменял, да, когда мы еще, прошлые, позапрошлые годы, когда мы работали не вот в этой системе. Кроме того, есть различные сайты, которые платные, есть онлайн-репетиторы, Яндекс.Репетиторы и так далее. Эти информация выложена фактически на сайте Института развития образования. И заканчивая
хочу вам показать, посмотрите, тут вот ресурсы по обществознанию, экономике и права, которые я вот таким вот образом объединила. Это сайт, конечно же, Конституции Российской Федерации, мы без него никуда. Это международные документы по правам человека, права человека в России. Это правовая база данных «Гарант», «Консультант Плюс». И, собственно говоря, много других, ну, в том числе и портал федеральных органов государственной власти Российской Федерации. То есть действительно достаточно много ресурсов, которые помогают детям и критически осмысливать информацию, и перенаправляют внимание и так далее. То есть действительно много ресурсов, которые помогают нам по обществознанию работать. Я согласна, коллеги, что есть предметы, по которым информации мало, это плохо. Есть предметы, по которым информации много, и это тоже, коллеги, плохо, потому что действительно вопросов вот к тем ресурсам, которые были даже мной представлены, согласитесь, очень и очень много. Кроме того, иногда, когда дети приходят и начинают мне дают определение какое-то совершенно сумасшедшее, вот из области фантастики, я говорю, где ты это взял? И он мне показывает, вот, смотрите, ну в интернете же написано. И вот тут мы начинаем разбирать, а вот в интернете посмотри, а какой это ресурс, а посмотри, когда он создан, а кем он создан, зачем. Включаем логику, и хорошо, если ребенок понимает, какими ресурсами можно пользоваться, а какими нет. Но вот в нашем случае переизбыток информации – это тоже, к сожалению, очень и очень плохо. Коллеги, я попробую сейчас просмотреть быстренько вопросы. Так, не слышно, все отлично, все здорово, все хорошо. Я надеюсь, что все было слышно и видно. Коллеги, если какие-то возникли проблемы, то в любом случае на сайте Института развития образования, в видеозале и на платформе «Методические рекомендации дистанционного обучения» будут выложена видеозапись этого вебинара, поэтому если захотите прослушать или где-то что-то было не видно, не слышно, а захотите услышать и увидеть, то милости просим. Так, появилось изображение, здорово. Угу. Так, нет слайда, ничего нет, это я уже говорила. Зависает, коллеги, это у меня ИКТ-компетентность такая, может быть, и моя страдает. Так, коллеги, вопросы-то нет, что ли? Значит, вам все понятно, это здорово. Да, согласна, это есть помощники. Учтем, Артем, ваши пожелания. Смотрела этого лектора, Марина, действительно интересные, не знаю отчество, к сожалению, поэтому по имени. Действительно, есть моменты очень интересные, но опять-таки же детям надо говорить о том, что критически подходим. Может быть, включить видео. 10-11 класс, да, согласна, этим можно пользоваться, право есть. Так, история человеческой совести. Да, интересный проект, действительно вообще классный, мне он понравился. Про это мы говорили, Боголюбов, новые учебники. Ну, коллеги, вообще, в принципе, по теории очень сложно подобрать с детьми теоретические материалы, поэтому я, по-моему, уже как-то говорила, презентацию можно будет скачать на новостном ресурсе. Шпаргалка, конспект, да, согласна. Зрительная память, она тоже, да, Галина, срабатывает. Коллеги, еще есть одна, я уже, по-моему, где-то рассказывала, что я, например, со своими 10-11, даже с 11-классниками практиковала такое. Фактически я делала следующим образом. Входное тестирование, где у меня дети писали ЕГЭ, но тогда у меня еще был платный контент МГПО, где дети писали пробное ЕГЭ, мы отправляли в Москву, Москва у нас проверяла, это платный контент, Москва проверяла, и мне оттуда приходила статистика. То есть у Иванова западает то-то, 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 у Петрова такое-то, там по человек, общество, социальная сфера, 4, да?
по-моему, 4. Нет, отдельно человек, общество, социальная сфера отдельно, экономика, право, политика по 5 блокам. И я видела, что вот у меня у Иванова западает то-то, у Петрова то-то, там и так далее, у Сидорова третье. Соответственно, я весь класс, ну, то есть параллель в классе делила на группы, на 5 групп, исходя из того, что западало больше у ребенка. Были, конечно, те, у которых западало вообще все. Тогда мы брали самую легкую тему. Почему? Потому что, ну, человек, общество, социальная сфера, они, как правило, больше встречаются в обществознании. Поэтому, ну, в смысле, научись ползать, да, потом уже научись ходить. По такому принципу я шла. То есть я разбивала класс на 5 групп, и мы выполняли образовательный проект. В чем он заключался? Первое. Дети должны были, он заключался, я написала методические рекомендации, требования к этому проекту. Проект выполнялся на протяжении 3 месяцев, как правило. Итак, что туда входило? Во-первых, дети должны были подобрать теорию по той теме, которая у них западала, групповой проект. Второе, дети должны были подготовить контрольно-измерительный материал, то есть вариант ЕГЭ, только по той теме, которая у них западает. Мы помним прекрасно, что у нас есть определенная разбивка, то есть первое и четвертое задание у нас, первое и третье задание у нас человек и общество, четвертое задание экономика и так далее. 17-е право, конституция, там, да, 17-18. У меня дети готовили полностью вариант ЕГЭ только по той теме, которая у них западала. Дальше они должны были, третье, они должны были подготовить презентацию, например, социальная сфера. То есть они должны были отобрать самый важный материал, в эту презентацию добавить какие-то картинки и так далее, и так далее. Самое важное, самое ценное, самое нужное. И четвертое, это были 3 отдельных отметки. Причем первые 3 отметки, они были одинаковые для всей группы. Неважно, работала вся группа или нет, завалов не было, то есть группа в определенный момент приходила, сдавала мне папочку, либо отправляла мне эту папочку материалов. 4-я отметка была следующая. Садился каждый конкретный ребенок, участник этой группы. Я ему задавала, открывала их текстовый вариант по теории. Кстати, оформление теории тоже были требования по ВГОСу, на списке сноски, чтобы это не было компиляции и так далее. Я смотрела, какую литературу дети использовали, какие источники, и тоже это оценивалось. И каждый ребенок получал 5 вопросов. Я открывала их теорию, я не брала ничего извне, и, соответственно, 5 вопросов, 5-бальная система оценивания. Ничего сложного. Единственное, что я делала каждой группе, я давала набор дидактических единиц, которые они должны осветить в своей теории. Коллеги, ну вот таким образом мне получалось добиваться и 93-94 баллов на ЕГЭ. И когда я начала практиковать эту систему, у меня перестали быть завалы на ЕГЭ по обществознанию. А до этого, честно, 2 года у меня были завалы по 1-2 обучающихся, ну, были, потому что такие детки есть. Я говорю именно про 11 класс, про ЕГЭ. Поэтому, если вам это поможет, тоже пользуйтесь. При этом дети учатся отбирать информацию, отрабатывать свои проблемные зоны. Но и в любом случае прирост, личностный прирост каждого ребенка, знаниевого компонента, он был налицо. Поэтому почему бы и нет? И в данном случае, когда дистанционно работаем, это очень хорошо помогает. Вы анализируете, вы анализируете, что дети используют, какими ресурсами они пользуются при подготовке. И тогда становится более понятно, почему нет. По поводу физкультуры, мы вчера буквально проводили вебинар, какие дистанционные формы на портале, который я вам говорила, «Моя школа». Они будут, эти уроки тоже будут добавлены. Коллеги, я так понимаю, что больше, да, и анализируют, и критикуют. Они у нас и с удовольствием это делают. Коллеги, я надеюсь, что мне было очень приятно слышать, читать вас, видеть многие знакомые лица, точнее, фамилии, имена, отчества, но была рада с вами встретиться в эфире. Надеюсь, что информация была вам полезна. Если что, звоните, пишите. Контактная информация представлена на слайде, в новостной ленте она тоже будет на сайте Института развития. Всего доброго, до свидания.